Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Российский вратарь Андрей Василевский признан лучшим голкипером прошедшего чемпионата мира по хоккею в Словакии. Лучшим нападающим турнира назван россиянин Никита Кучеров, защитником чех Филипп Гронек. Напомню, сборная России завоевала бронзовые медали турнира, обыграв в матче за третье место сборную Чехии по буллитам. Василевский в этом матче отразил 48 бросков из 50. На чемпионате мира он провел 8 матчей. 25-летний Кучеров выступает за Тампу. На чемпионате мира Кучеров сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков. В финальном матче чемпионата сборная Финляндии со счетом 3-1 обыграла команду Канады и в третий раз в своей истории стала победителем мирового первенства. Следующий чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии. А за океаном начинается финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги. Она стартует в Бостоне в ночь на 28 мая. Обладатель Кубка Стэнли определится в противостоянии Бостона и Сент-Луиса. Букмекеры называют фаворитом противостояния Бостон. На пути к финалу команда обыграла Торонто, Коламбус и Каролину. Самым сложным для бостонцев стал первый раунд, по ходу которого они проигрывали со счетом 2-3. Оказавшись в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли, Бостон с 2011 года в третий раз выходит в финал плей-офф. В финале в составе Брюинс сыграет лидер Сент-Луиса прошлых лет Дэвид Беккерс. В свою очередь Сент-Луис в начале года в таблице занимал всего лишь 31-ю строчку, набрав 34 очка в 37 играх. Но в оставшиеся игры установил рекордную для клуба серию из побед. Одним из лидеров команды является Владимир Тарасенко. Россиянин Виктор Калибабчук стал абсолютным чемпионом на чемпионате Европы по масс-рестлингу, который накануне стартовал в Латвии. В финальной схватке он выиграл украинца Олега Сылку со счетом 2-0. По заявлению судей, которые они сделали накануне, все ранее заявленные спортсмены успешно прошли регистрацию, процедуру взвешивания и допущенных к соревнованиям. От России участвуют 2 спортсмена. К сожалению, из якутян, несмотря на национальный характер этого вида спорта, нет участников. Мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» провел первый финальный матч чемпионата России. Встреча завершилась ничьей 2-2. Его соперники – кемеровская команда «Корпорация Аси». Стоит отметить, что мирнинская команда сравняла счет в последние минуты до финального свистка. С самого начала у кемеровчан было очевидное преимущество. Уже на 4-й минуте забил гол Никита Емельянов. Спустя еще 5 минут второй гол на счет своей команды записал капитан «Корпорации» Алексей Горелов. Переломил ситуацию мирнинский футболист Вадим Цай, принеся «Алмазу» первый гол. А на последних минутах матча счет сравнял Константин Шувалов. Старший тренер команды «Алмаз Алроса» Сергей Мирошниченко прокомментировал итоги первой встречи, передает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. В ответном матче будет играть только на победу. Настраиваемся именно на это, других вариантов быть не может. Это финал. Юные борцы Якутии приняли участие в мастер-классах чемпионов мира и России. В столицу республики вновь прибыл фестиваль настроения. Отмечу, он традиционно проходит в Мирном, а в этом году он впервые приехал и в Якутск. Это уже второе событие в рамках фестиваля. В первый раз в апреле тема была посвящена акробатическому рок-н-роллу. На этот раз шанс встретиться и пообщаться со своими кумирами получили юные вольники. Подробнее далее в сюжете. Толкаем его, туда толкаем. Только он на меня идет, переводите. Еще раз. Захваты, переводы, секреты в технике борьбы от лидеров мировых ковров. Фестиваль настроения дал шанс юным спортсменам получить ценный опыт и заряд на будущие победы. И когда вместе приезжают и проводят мастер-класс чемпионы мира Магомед Курбаналиев, победители европейских игр Александр Богомоев, Валерия Лозинская, это для детей даст определенный стимул. Кто-то из этих детей сегодня может быть на тренировке по борьбе впервые. И через много лет, когда они станут чемпионами, выиграют какие-то медали, они скажут, что первую тренировку мы провели в рамках фестиваля с Магомедом Курбаналиевым, Валерией Лозинской или Александром Богомоевым, например. Всего в мастер-классах приняли участие порядка 500 детей, не только из Якутска, но и из разных районов республики. Упустить такую возможность было бы досадно, говорят участники. Да и сами мастера признаются, что в детстве могли только мечтать о такой возможности. В детстве такой у меня не было, такой для меня. Мечтал я рядом находиться такими чемпионами. Но у меня не было
Но я по себе знаю, что если приезжали бы, очень радовался бы и пример брал бы чемпионов. Главный совет – тот, кто не тренируется, не становится чемпионом. Но и эмоциональная сторона немаловажна. Вдохновлять и вселять веру в себя – вот основная цель фестиваля. Они там сидят, когда не верят, что есть шанс стать чемпионом. Мы своим примером им показываем, уже чему-то их научили, чему-то показали, пообщались. И они прям видно, что они вдохновляются и горят уже желанием что-то делать, дальше работать. Это очень хорошее дело, и я считаю, что это правильно. Юра Винокуров занимается борьбой уже 3 года. Чемпионов такого уровня видел только по телевизору. Для юного борца эти уроки оказались как раз вовремя. Через 2 недели ответственный выезд в Казахстан на соревнования. Хочу узнать новые приемы, потренироваться хорошо и готовиться к соревнованию. Приятный бонус для всех участников – футболки с автографами гостей фестиваля Магомеда Курбаналиева и Валерии Лозинской. Подарки останутся у ребят как напоминание о главном уроке, который получили будущие чемпионы в самом начале своего пути. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Определились все финалисты игр Дыгына. В минувшие выходные в Намском районе прошел 2-й отборочный тур. Из-за непогоды в первый день соревнований некоторые виды пришлось перенести в закрытое помещение. Однако своей зрелищности противостояние не потеряло. Как отмечают организаторы, в этом году принимали участие как никогда много молодых людей. За 6 мест в финале боролись 49 спортсменов. Среди них были как уже ставшие известными многоборцы, так и новые имена. По итогам 7 традиционных этапов определился окончательный состав. Летом на Исехи Туймады в финале примут участие Егор Филиппов, Джулустан Наговицын, Айсен Батуев, Павел Друзьянов, Иннокентий Колесов, Алексей Уваровский, Петр Старостин, Артем Варданян, Леонид Филиппов, Алексей Иванов, Айсен Семенов, Алексей Протодиаконов. Это были новости спорта. Всего доброго.